В эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Финансирование строительства Ленского моста зафиксировано в бюджете России на 3 года. Сколько средств уже выделено? В Нерюнгринском районе состоялось открытие филиала Центра «Активное долголетие». Подробнее о центре. В Алдане активно развивается программа подготовки будущих специалистов для железнодорожной отрасли. О способах привлечения школьников. В Доме дружбы народов отгремел яркий фестиваль эвенкийской культуры. Чем праздник сумел заворожить и удивить гостей? Финансирование строительства Ленского моста зафиксировано в бюджете России на 3 года. Будет предусмотрено более 41 миллиарда рублей. На строительство направлен капитальный грант в объеме более 10 миллиардов рублей, включая 1 миллиард и 3 миллиона рублей федеральных средств. Дополнительно привлечены казначейские инфраструктурные кредиты. До конца года ожидается поступление опережающего федерального финансирования еще более 1 миллиарда рублей. По решению правительства России проект Ленского моста включен в федеральный бюджетный цикл. В Якутии на реализацию национального проекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным, направлено более 6 миллиардов рублей. Господдержка включает единовременные ежегодные и ежемесячные выплаты. Подробнее смотрите далее. Я боялся темноты. Помог, да? Да, и мы... Людмила Феглер, многодетная мама из Якутска, рассказывает, как психолог семейного МФЦ помог ее сыну преодолеть страх темноты. У Людмилы 4 сыновей, старшему 17 лет, а младшему 2 года. Семья воспользовалась материнским капиталом, ежемесячными выплатами и целевым капиталом «Дети столетия». Машина очень помогла «Дети столетия». Единое пособие мы получаем ежемесячно. Мат-капитал мы, к сожалению, еще не воспользовались. Я коплю. Пусть оно индексируется, детям, может, на учебу. Как бы я вот в будущее его отложила. Более 1200 семей в Якутске воспользовались услугами семейного МФЦ. В республике функционирует 6 таких центров. Их цель – помощь нуждающимся семьям. Основной ориентир семейного многофункционального центра – обеспечение оказания социальных услуг, направленных на профилактику обстоятельств, обуславливающих нуждаемость семей с детьми в социальном обслуживании в режиме одного окна. Многодетные семьи получают бесплатное горячее питание в школах, скидки на ЖКХ и поддержку при поступлении детей в колледжи и техникумы. Но помощь распространяется не только на многодетных. В рамках нацпроекта действует и региональный проект «Поддержка семьи». Поддержку при рождении 1-го и 2-го ребенка получили 4000 семей. Кроме того, предоставляется региональный материнский капитал при рождении 2-го ребенка. В этом году его размер составляет 273 648 рублей, то есть 30% от размера федерального материнского капитала. Социальный фонд активно участвует в нацпроекте, предоставляя поддержку. Наиболее востребованы такие меры, как федеральный материнский капитал, а также пособия на детей до 17 лет и для беременных женщин. Самая востребованная услуга по реализации средств материнского капитала – это, конечно же, жилищные условия. Только в 2025 году данной услугой воспользовались 3022 семьи. И также на образование средства материнского капитала выбрали 1724 семьи. В этом году на поддержку детства и материнства в Якутии направлено более 33 миллиардов рублей. Программа продолжит и дальше помогать семьям в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. Будущее Якутска – комфортный город на вечной мерзлоте. Региональные дни Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России» стали площадкой для обмена передовыми управленческими практиками. В рамках этого мэр Якутска презентовал уникальный мастер-план развития города, который привлек внимание глав муниципалитетов со всей России. Проект включает строительство новых жилых кварталов, развитие набережных, парков и общественных пространств. Все представленные кейсы станут источником практического опыта для дальнейшего развития российских территорий. На протяжении 2 лет мы уже работаем по реализации мастер-плана. Есть уже измеримые результаты. Есть 3 больших общественных пространства: площадь Республики, набережная озера Сайсары, набережная Романа Михайловича Дмитриева. Есть объекты в социальной сфере. Это пристрой к Сахаполитехническому лицею, это детский сад на территории КРТ «Спортивный».
и есть производственный объект модернизация домостроительного комбината. В Нерюнгринском районе состоялось открытие филиала Центра «Активное долголетие». Главный офис центра находится в Якутске. Есть филиал в Хангаласском Улусе. Сегодня открытие центра в промышленном районе республики. Это важный шаг в реализации политики поддержки пожилых людей. В Нерюнгри состоялся тестовый запуск Центра «Активное долголетие». Здесь предоставляются комплексные медико-социальные и культурно-бытовые услуги. Наш контингент – это женщины 55+, мужчины 60+, семьи участников специальной военной операции, сами наши герои, участники СВО, а также инвалиды старше 18 лет и такие категории, как дети войны, ветераны тыла. Они получают социальные сертификаты по месту жительства в управлениях социальной защиты и после этого обращаются к нам, записываются в удобное для них время. Сегодня нерюнгринцы почтенного возраста стали первыми гостями нового центра. Теперь у них появилось уютное пространство, где можно проводить время с пользой, общаться и находить новых друзей, заниматься творчеством и развивать таланты, укреплять здоровье и поддерживать активный образ жизни. Узнала по объявлению. Центр нужен. Здесь мы, люди пожилого возраста, активно отдыхаем, лечимся, общаемся, развлекаемся. Ну, вот вчера сдали анализы, УЗИ сдали, все. Сегодня терапевт пришел с нами, побеседовал, кому какое назначил лечение. Ну, я считаю, что нужен. Попасть несложно. Пошла в соцзащиту, написала заявление, потом пришла сюда. Взяли. Мы анализы уже сдали, нас обследовали. Так, УЗИ прошли, кардиограмму. Прямо здесь с аппаратами приезжали. Результаты уже у нас есть. Мне дали. Кормят хорошо и внимательное отношение. На постоянной основе Центр «Активное долголетие» в Нерюнгри начнет свою работу с февраля следующего года. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В России в 2026 году расширят программу диспансеризации. В перечень обязательных исследований включат скрининг на антитела к вирусу гепатита С для граждан от 25 лет. Кроме того, в программу добавлен расширенный блок обследования по репродуктивному здоровью. У женщин предусмотрены тестирование на вирус папилломы человека и жидкостная цитология. В установленных возрастных группах сохраняются и онкоскрининги, маммография, исследование на скрытую кровь в кале для мужчин старше 45 лет, анализ на рак предстательной железы. В Алдане активно развивается программа подготовки будущих специалистов для железнодорожной отрасли. Таким образом формируется фундамент подготовки кадров со школьной скамьи. Важной частью образовательного процесса является и активный досуг. На этот раз был организован турнир по мини-футболу за новогодний переходящий кубок. Продолжит Руслан Павлов. Активная работа по подготовке кадров со школьной скамьи дает плоды в железнодорожной отрасли. Профильные классы уже действуют во всех школах города Алдана и вызывают неподдельный интерес у образовательных учреждений соседних поселений района. Важной частью образовательного процесса является и активный досуг. В преддверии Нового года для юных железнодорожников был организован настоящий праздник – турнир по мини-футболу за новогодний переходящий кубок. В турнире приняли участие 6 команд, представляющих школы города, где действуют профильные классы железных дорог Якутии. Мы стараемся объединить детей не только в работе, но и в досуге. Разумеется, КВН – это интеллектуальное сражение, футбол – это спортивное сражение. Ну и кроме того, плановые лекции, экскурсии, дети знакомятся с нашими объектами, с профессиями, которые требуются на наших объектах. Тем самым выращиваем себе кадры с самого начала, со школьной скамьи. Я уверена, что это даст нам результаты, свои плоды. В будущем мы получим из этих школьников квалифицированных сотрудников. Несмотря на стремление к победе и жесткий темп борьбы, юные железнодорожники показали свою сплоченность. Редко увидишь, когда соперники помогают и подсказывают отстающим, как действовать в той или иной ситуации. Не это ли воспитывает дух товарищества и доказывает сплоченность всего сообщества?
Они вот друг за другом скучают. Вот смотрю, только пришли, переоделись и уже пошли, друг друга знают, обнимаются и свои вопросы задают. То есть я думаю, что все-таки общение. Им вот призы как-то так. Ну, хороший бонус, но больше общения. Это не телефонное общение, это вот вживую. Когда можно друг другу руку пожать, там, обняться, это дорогого стоит. По итогам круговых встреч первое место и переходящий кубок забрала команда Алданской гимназии. Другие призеры, команды школ номер 1 и 9, соответственно, получили ценные подарки. Да, происходит всякие там КВН, футбол, игры. Это тоже очень добавляет интерес в вступлении в фирменный класс. То, что ты не просто сидишь, ездишь на лекции, слушаешь и гуляешь, а то, что можешь где-то выйти, поиграть. Главной целью мероприятия стало не только спортивное состязание, но и демонстрация того, что жизнь на производственных предприятиях насыщена не только работой, но и возможностями для активного отдыха. По окончании финального матча все выразили желание повторить турнир в следующем году, пообещав еще более серьезную подготовку. Более того, ребята предложили провести похожий турнир по баскетболу. Инициатива юных железнодорожников была поддержана руководством компании. Руслан Павлов, Алдан. Что привлекает иностранных туристов в Якутии? Холод, снег и вечная мерзлота. Стандартный набор, давно ставший визитной карточкой республики. Однако неожиданный креатив в деле путешествий проявляют гости из Поднебесной. Вместе с китайскими гостями побывал и мой коллега Петр Васильев. Нет, вас сейчас не подводят ваши глаза. Это музей Мамонта СВФУ, который с отменой безвиза с Поднебесной переживает самый настоящий ренессанс. Помимо туристов из России, все чаще в залах можно встретить и гостей из Китая. И если снегом и холодом китайских туристов не удивить, они о нем как минимум наслышаны, как максимум сами испытали в северных провинциях Китая, то вот что называется то, что скрыто под землей нашей республики, все еще вызывает неподдельный интерес. Судите сами, тут и вечная мерзлота, и ископаемые древних животных, которые жили сотни миллионов лет назад. И, конечно же, главный экспонат, одна из визитных карточек нашей республики – мамонт. Отмена визового режима с Китаем уже повлияла на изменение структуры турпотока из этой страны в регионы России за счет увеличения доли индивидуальных путешественников и деловых гостей. К слову, именно Мамонт является центром притяжения для множества туристов из Китая. Наша республика является хранительницей более чем 90% всех останков мамонтовой фауны по миру. Да, и их это привлекает в первую очередь, потому что в Китае очень сильно развито косторезное искусство. Да, и бивни для них являются таким вот, можно сказать, большим символом искусства, науки. Поэтому наш музей является таким центром притяжения людей и из научной сферы, и из сферы культуры. Мы давно не были в Якутии. Этот регион всегда для нас был очень привлекательным в плане туризма. Здесь прекрасно все, тем более сейчас очень плотно идет сотрудничество России и Китая. Ну а за этой дверью еще один экспонат, вызывающий неподдельный интерес не только у китайских туристов, но и у всех, кто когда-либо посещал музей Мамонта. Здесь хранится мамонтенок Яна возрастом 130 тысяч лет. Когда-то она ходила по просторам якутской земли, но сейчас хранится здесь, в этом морозильнике, за закрытой дверью. За закрытой, потому что ученые до сих пор изучают ее на предмет биологической составляющей. Ну а температура воздуха за этой дверью близка к тем значениям, которые были, когда мамонтенок еще ходил по земле. Минус 40 градусов. Во что выльются новые правила въезда для граждан обеих стран в будущем, пока говорить рано. Одно сегодня ясно точно. Это весомый шаг в деле разворота России на восток и глобального азиатского партнерства, о котором так много говорится в последние годы. Петр Васильев, Станислав Потапов, Якутск. Победа в ритме танца. Больше 200 якутских юноармейцев объединил зимний бал, посвященный 80-летию окончания Великой войны. Как он прошел, расскажем в следующем сюжете. Зимой особенно хочется верить в чудеса, а в декабре можно легко перенестись из 21 в век 19. Все благодаря шелесту платьев и тактам вальса. В сказку нас погружают юноармейцы. Ребята готовились к торжеству целый месяц, разучивали па и фигуры. В бале я участвую в первый раз, но при этом участвовала уже много где. И, честно скажу, это очень интересный опыт побывать здесь и ощутить это все
воочию, вживую, не только увидеть и посмотреть, но и поучаствовать. Подростки показали весь спектр навыков от московской кадрили до польки. Но хореографы признаются, что детям давались облегченные версии, чтобы танец был не в тягость, а в радость. И даже мужской пол, вопреки распространенному убеждению, весьма комфортно себя здесь чувствует. На самом деле, вот ходит такая мысль о том, что мальчикам вообще не идет бал. Но, поговорив со сверстниками, понимаешь, что это нравится в любом случае людям. Это как минимум выглядит приятно, как максимум это волнительно, эти эмоции во время танца. Это нравится всем мальчикам, просто некоторые скрывают. Умение держать себя и владеть телом важно, но первоочередная цель – это патриотическое воспитание. Все-таки бал посвящен 80-летию Великой Победы. Поэтому такие вечера юноармейское движение проводит по всей стране. Это уже 3-й бал, юноармейский бал Победы, да. Он проходит по всей России, это всероссийский проект. Он также связан с 9 декабря, Днем Героев Отечества. И хотя бал прежде всего это про классические танцы, в программе нашлось место и для современных веяний. Завершили праздник флешмоб и дискотека. Можно сказать, что юноармейцы – универсальные танцоры. Ржана Гармаева, Владимир Павлов, Якутск. Ветераны из Якутии принимают участие в итоговом форуме «Вместе победим» в Москве. Мероприятие объединит около 1000 героев специальной военной операции из 89 регионов страны. На форуме Якутию представляют 10 ветеранов СВО, участники кадровых программ, активисты, которые ведут системную патриотическую работу и регулярно участвуют в спортивных соревнованиях. Основными темами форума станут комплексная поддержка и социальная адаптация ветеранов, содействие в трудоустройстве и профессиональной реализации, развитие адаптивного спорта и вовлечение в активную жизнь, а также роль ветеранов в патриотическом воспитании молодежи. Для меня это большая честь, что я участвую с такими выдающимися защитниками Отечества, как мои, в составе делегации, которые находятся, боевые братья. Фонд «Защитник Отечества» оказывал мне и моим друзьям, однополчанам, постоянную поддержку с самого начала нашего участия в специальной военной операции. И мы активно принимаем участие в общественных мероприятиях, которые организуются фондом, на уроках мужества, на различных площадках. В Доме дружбы народов отгремел яркий фестиваль эвенкийской культуры. Он распахнул свои двери, объединив под одной крышей лучших мастеров, талантливых художников и ревностных хранителей традиции. Они привезли с собой не просто экспонаты, а целую сокровищницу живого наследия. Чем этот праздник сумел заворожить и удивить своих гостей, узнаем в сюжете Дарьи Короленковой. Третий год фестиваль начинает свой рассказ с самого главного – с круга. Древний обрядовый танец объединяет всех собравшихся, и вокруг этого живого центра начинает кипеть вся многогранная жизнь эвенкийской культуры. И первое, куда ведет этот круг, к 3 главным темам выставки. Здесь и тонкая работа мастериц с берестой, и глубина мыслей народных писателей, а также яркий взгляд художников. Все они из кюбского наслега Усть-Майского улуса и других уголков Якутии. Мы находимся около картин самодеятельного художника Егора Дичковского. Он больше известен в республике как художник, рисующий на камнях животный мир. Таких очень мало в республике, которые так делают. И он нарисовал все виды птиц, которые проживают в Якутии. Отдельный раздел выставки был посвящен традиционным костюмам и украшениям. Гости смогли увидеть полный комплект одежды, включая ее летние и зимние варианты. Венская одежда, сшитая из ровдуги, вот как видел, из замши. Таким же образом у нас вон там и есть, сшитые из оленей, шкуры оленей, из оленя и чубуку. И, конечно, все наша одежда, в основном многое, и рукавицы, и торвоза, это из камуса оленей разного цвета. Но культуру можно не только видеть, ее можно попробовать на вкус. На гастрообеде «Вкус родного края» гости отведали дары тайги. От деликатесной медвежатины до ароматных чаев из северных трав. Все традиционные блюда, рожденные в условиях экстремального холода. Вот, допустим, чипсы сделаны из харта.
То есть она очень интересна по вкусовым, даже в принципе она с десертами тоже очень сочетается. В венкийской кухне у нас получается вся линейка ферментации, сушат, вялят, кипятят и на костре готовят. Помимо выставки гастрономического блока, в программу включили круглый стол по вопросам развития культуры. Организаторы подчеркивают, что задача таких мероприятий не только демонстрация традиций, но и привлечение внимания к поддержке коренных малочисленных народов Севера. Дарья Короленкова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Завершается республиканский фестиваль творчества и спорта, посвященный столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Событие собрало людей с нарушениями зрения из разных районов республики, представив им возможность участвовать в конкурсах и спортивных соревнованиях. Подробнее в сюжете Лилии Бурцевой. Фестиваль стартовал в январе этого года. Победившие команды районных организаций Всероссийского общества слепых встретились в столице на итоговых финальных соревнованиях, где будет определена сильнейшая команда из местных организаций ВОС Якутии. В течение года провели по зонам фестиваль, конкурсы по фольклору, по вокалу, по настольным играм и по другим видам спорта. Сегодня собрались сами победители этих зон. 7 улусов сегодня присутствуют. Они будут сегодня-завтра соревноваться. Большинство конкурсантов уже не в первый раз принимает участие в фестивале. Представители районов прибыли с четкой целью не только продемонстрировать свои таланты, но и завоевать призовые места. Мы вместе с командой Мегина Кангаласов заняли 1-е место, приехали на фестиваль. Приехали мы не первый раз, регулярно участвуем. В прошлом году заняли 3-е место. И в данном фестивале надеемся занять 1-е. Конечно же, это очень важное, значимое мероприятие для людей с ограниченными возможностями, потому что люди адаптируются, общаются, развивают свои навыки, какие-то умения. На сегодня общество слепых Якутии насчитывает 20 местных организаций, объединяющих свыше 2000 участников. В их составе действует 118 групп, каждая из которых ориентирована на поддержку интересов людей с нарушениями зрения. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.